Ассаламу алейкум, Макве. Добрый вечер, дорогие друзья. Я расскажу короткую, но очень интересную, на мой взгляд, историю с неожиданным финалом. Снова о том, как люди пытались вернуть долг. Э, В общем, мне недавно об этой истории рассказали. И ситуация такая. Э, Несколько чеченцев где-то в одном из российских регионов, неважно в каком, провели работу, насколько я помню, именно по строительной части. Им должны были, соответственно, не заполняли никакие бумаги, просто под честное слово свою работу сделали. Но получилось так, что под разными предлогами им за сделанную работу работодатель деньги не выплачивал. Прошло какое-то время, он как бы кормил их завтраками, прошло какое-то время, и они э, уже устав от его обещаний, в очередной раз приехали туда к нему навстречу. Трое их было, насколько я помню. И они попросили о встрече для того, чтобы переговорить о долге. Он согласился с ними встретиться на следующий день в кафе. Они пришли в кафе, сели, начали разговаривать. И, в общем, они были удивлены тем, как их должник, в данном случае бывший работодатель, начал свой разговор. Начал разговор он почему-то очень жестко, жестко и, скажем так, неожиданно для них. Он им начал говорить, что я вас знать не знаю, я вам ничего не должен, что вы от меня хотите, там, и вот и далее в этом самом ключе. И чуть ли не оскорблять их. Соответственно, достаточно большое количество людей, конечно, в этом случае просто-напросто могли бы выйти из себя из-за того, что им не отдают кровно заработанные деньги за сделанные строительные работы. И получилось так, что вот такой разговор у них прошел, но старший из чеченцев, который вот на этой встрече находился, он не стал отвечать агрессией на вот его такие, на его агрессию, и начал ему спокойно, методично объяснять, что он не прав. Тот опять должник, он был русский в одном из российских регионов, должник, он снова и снова пытался как-то их вывести на агрессию, снова и снова говорил, что ничего об этом не знает, что знать не знает, кто они такие и что они от него хотят, и никаких денег он им выплачивать не собирается. Но вместо того, чтобы вспылить, старший чеченец методично, ровно начал ему объяснять, что он не прав, начал приводить доводы. Это достаточно долго начал затягиваться этот разговор, и очень интересно, как он закончился. Из-за одного из соседних столов поднимается несколько человек, подходят и начинают, скажем так, нехорошими матерными словами ругать этого самого должника. Наши земляки не поняли, что происходит, а разговор идет примерно такой: ты такой-сякой, хотел, люди просто-напросто пытаются забрать свои законно заработанные деньги, они, видишь, отработали, это их право, это их деньги, а ты их такой-сякой хотел за это, за решетку отправить. Как оказалось, они рассказывают, что это были оперативники в штатском. Оказалось, что их должник решил не отдавать эти деньги. Знакомая история уже, да? Уже неоднократно мы на канале это рассказываем. Оказалось, что он просто-напросто написал заявление, одел микрофон, пошел, соответственно, написал заявление, пошел в полицию, сказал, что вот пришли у него вымогать деньги. Соответственно, они пришли уже для того, чтобы задержать вымогателей, дали ему одеть микрофон, сами рассредоточились там же в этом кафе и начали слушать через микрофоны, что как происходит.
И получилось так, что во время этого долгого разговора старший из наших земляков, чеченцев, приводил конкретные доводы, вопросы, которые привели их к тому, что они точно удостоверились, что наши земляки говорят правду, что действительно они просто-напросто пришли получать свою законно заработанную зарплату, скажем так, свои законно заработанные деньги. И когда они удостоверились, что человек просто-напросто пытается их подставить, они повели себя очень порядочно, и огромное им за это спасибо. Повели себя очень порядочно, встали, подошли и, скажем так, расставили точки над «и». Я не знаю, как эта история закончилась для того мужика, который который собирался их подставить. Не знаю, как для него закончилось. Но, слава Аллаху, для наших земляков эта история закончилась благополучно. Они избежали длительного срока тюрьмы, они, скажем так, вернули свои деньги, законно заработанные, вернулись домой. Но все могло повернуться самым неожиданным, самым неприятным для них образом, как обычно, к сожалению, поворачивается. И мы с вами знаем, что достаточно часто это именно так и происходит. Если бы в ответ на такие его слова, на такие его заявления наши земляки вспылили бы и начали бы что-то ему такое говорить, а тем более там угрожать, и там как минимум грозить набить ему морду, то ситуация могла бы повернуться самым негативным для них образом. Во-первых, очень хорошо, что они именно так себя повели. С другой стороны, им опять же очень повезло, что на месте руководителя этих оперативников оказался порядочный человек, который увидел, что происходит, и просто-напросто не дал этому злоумышленнику себя использовать. А, Могло так не повести. Они могли вспылить в этот момент. На месте этого человека мог оказаться какой-то другой, не столь, скажем так, порядочный, не столь принципиальный, который закрыл бы глаза на многие вещи. Поэтому просто-напросто советуйтесь с людьми, которые знают, советуйтесь с юристами. Если вы делаете какую-то работу, а, составляйте договор, оформляйте его как положено, для того, чтобы, если потом вам не выплачиваются эти деньги, для того, чтобы можно было, во-первых, и по суду взыскать с него ваш долг, эти деньги законно заработанные. Если вы там даете кому-то в долг, если вы вкладываете куда-то в инвестиции, опять, конечно, честное слово это хорошо, честное слово отличает настоящих мужчин, но когда вы общаетесь с человеком, вряд ли вы сможете угадать, что настоящий это мужчина, который будет держать свое слово в любой ситуации, или это все-таки человек, который, скажем так, может быть, даже в этот момент уверен, что он отдаст деньги, но потом, если у него ситуация сложится неудачно, он откажется от своих слов, от своих намерений и сделает все возможное для того, чтобы эти деньги не отдать, в том числе подставить этих людей. В общем, много чего может быть. Чтобы всякие эти ситуации негативные для вас впоследствии, чтобы их заранее избежать, лучше составлять договора, лучше составлять юридически правильные документы, оформлять как нужно. Может быть, если надо потратиться на это, даже пойти к нотариусу, для того, чтобы потом никакой мошенник, никакой плохой человек, скажем так, я не буду здесь говорить слова, которые подобные люди заслуживают на самом деле, что никакой плохой человек не сможет вас таким образом где-то подвести под статью, когда вы пытаетесь получить свои законно заработанные или данные в долг финансовые средства. Вот, об этом можно, конечно, говорить очень долго. Я уже минут на 10 наговорил. Сегодня я вам хотел вот эту историю рассказать. Она мне очень показалась интересной. Спасибо за внимание. Махуай дал эту бойл
Ларлайш, Тешбях, Духольшин. Очень много историй, очень много нам звонят именно по таким поводам, когда подставили, когда посадили, когда незаслуженно в чем-то обвинили. Очень много ситуаций, очень много обращений. Поэтому это очень распространенная такая афера. Будьте бдительны, не попадайтесь. Удачи, да, это был Масейра. Adikoy salam hayatsa şu masargar ve aleyküm assalam. Adikoy